Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk GRT kanalında Gagavuzya Günü'nden programması bugün de size selamlar. Stüdyoda işlerim ben Alona Terzi, misafirimiz Şansora karşımızda. Hem isterim söylemeye saygılı dostlar size ekranlardan bugünkü programımızın teması pek önemli. Onuştan hepsinin kolayına göre lazım baksınlar bu programa. Kimin olmayacak kolayı efirde görmez. Sonra internetten mutlaka seyrediniz. Çünkü çok aktual hem önemli bir tema. Bugün stüdyomuzda açıklanacak. Teklif ederim kalasınız bizimle. Bir-iki kapıma ayrılır. Stüdyomuza döndüğünden tanıştıracağım. Siz bizim misafirimizle kalın bizimle. Saygılı dostlar, bitki yıllar mı, aylar mı ta sık başladık işitmeye yaşayanlardan olaylar için açan neyse hırsızlar girip telefonlara ya da elektron poçtalara çalırlar insanların haberlerini, çalırlar insanlardan çıkarabilirler insanların kartlarından paraları. Bu problema gerçekten bitki ayların süresinde ta aktual oldu. Hem bugün ne yapılır hani bu iş zapt edilsin, ne yapılır hani cezalama o insanları kim zanatlanır böyle işlerle hem ne yapma sırada yaşayanlara hani tutulmama dini bu hırsızların yönlerine. Var türlü hırsızlık olayları, angıları telefonlardan, angıları kompüterlerden, angıları sıradan SMS yardımından gelirler. Onuştan bu temayı derinden bugün açıklayacağız. Bugün bizde misafirlikte bulunur Komrat polis инспекторатлığın офицеры Степан Терзи. Степан Владимирович, добро пожаловать к нам в студию. Очень приятно. Благодарю вас за приглашение. Saygılı seyirciler, ben isterim söylemen şanamani diyalogumuzu Stepan'la bugün götüreceğiz Rus dilinde. Çünkü yaşayanlar ta derinden anlasınlar. Hem bulsunlar kolaylığı bu işten korunma diyeni Rus dilinde bugün diyalogumuz gidecek. Степан Владимирович, я благодарю вас за то, что вы принимаете участие в нашей сегодняшней программе, потому что, как я уже отметила в начале программы, на самом деле участились случаи, и все чаще мы можем слышать от рядовых жителей, что нет, так кто-то попался, несмотря на то, что в последнее время мы чаще стали говорить об этом, но все равно попадаются люди на такие уловки мошенников, и бывают такие вот нехорошие ситуации, нехорошие случаи. А какие виды мошенничеств, кибермошенничеств или банковских мошенничеств сегодня встречаются? И как часто к вам, к представителям, официальным представителям полиции обращаются люди? Вид мошенничества, по сути, они друг от друга, эти мошенничества, не отличаются. Суть мошенничества заключается в том, чтобы злоумышленник обманным путем заполучил ваши денежные средства или ваше имущество. Мошенничества разнятся лишь в схемах. Есть разные схемы мошенничеств, начиная от романтических мошенничеств, так скажем, и заканчивая мошенничеств, когда мошенник представляется сотрудником банка, либо сотрудником службы безопасности, либо сотрудником правоохранительных органов. И также имеет место быть вирусные ссылки, когда потерпевший и будущая жертва, нажав на вирусную ссылку, попадает на сайт. Данный сайт является сайтом-однодневкой, но также, когда жертва попадает на данный сайт, на девайс жертвы загружается вирус, который перекидывает все данные с данного девайса, все нужные данные с данного девайса злоумышленникам, после чего злоумышленники уже разрабатывают свою преступную схему для того, чтобы завладеть вашими средствами. В вашем девайсе также могут быть пароли от вашей почты, пароли от ваших банковских приложений, которые могут попасть в руки мошенникам. Они могут маскировать данные ссылки под разными видами. К примеру, прикрываясь ссылками официальных банков Республики Молдова, фактически данная ссылка отличается, но невооруженным глазом вы данное отличие заметить не сможете. Не всегда сможете, потому что злоумышленник может изменить, условно говоря, в данной ссылке в названии
лишь одну букву, к примеру, С на К, вы прочитаете, допустим, банк, слово банк, но фактически там допущена ошибка. Но эту ошибку вы на первый взгляд не заметите. Нажмете на данную ссылку и, скажем так, таким образом можете передать ваши данные с вашего девайса злоумышленникам. Они очень часто используют и логотипы тех или иных коммерческих банков. Конечно. Рядовой житель с трудом может отличить различия, но специалист, ну, допустим, люди, которые более осведомлены в этой теме, они могут сравнить эти логотипы, немного отличаются друг от друга. Вот, я вам скажу, что в первую очередь отличается сама ссылка и название самой ссылки. Там отличие может быть лишь в одной букве. Если вам пришла сомнительная ссылка или пришло сомнительное СМС из банка, самый верный способ позвонить по официальному номеру в службу поддержки данного банка и уточнить, отправляли ли они вам данную ссылку. После чего вам будет дан официальный ответ. Но типы мошенничеств Почему сегодня это такая распространенная проблема? Потому что сегодня век технологий, век интернета, век информационных технологий. И, скажем так, информационные технологии приносят человечеству большую пользу, но также и злоумышленникам они предоставляют дополнительные инструменты для завладения или исполнения своих преступных деяний. Да. Вот, злоумышленники с помощью определенных инструментов могут максимально сохранить свою анонимность и действовать вообще из самых разных точек планеты и осуществлять свои преступные планы. Степан Владимирович, я думаю, что наши телезрители тоже часто сталкиваются, ну, я не знаю, я, например, иногда получаю звонки из какой-то страны с длинными номерами. Конечно, мы не отвечаем на эти звонки, но эти звонки могут приходить в любое время суток, даже ночью иногда, могут просто гудки или звонки какие-то. Такие случаи, как распознать человеку. Допустим, есть ситуации, когда у человека за границей работают родственники, а среди ночи пришел такой звонок. Конечно, человек обеспокоится и ответит на этот звонок. Такие ситуации встречаются? К сожалению, в нашей практике такие случаи имели место быть, когда через информацию, полученную с социального профиля жертвы, злоумышленники данной информацией пользовались. Они представлялись родственникам, дочерью, сыном будущего потерпевшего. И в данном телефонном разговоре они убеждали жертву в том, что им срочно не нужна помощь и срочно нужны деньги. Социальный профиль в социальных сетях дает довольно-таки развернутый спектр информации данным злоумышленникам, через который они могут строить свои преступные схемы и манипулировать жертвой. И они знают приблизительный возраст родственников жертвы, они знают, могут даже услышать примерно, как звучит голос их, так скажем, родственника, и подделать данный голос, притвориться родственником, убедить жертву в том, что позвонил конкретный родственник и нужна конкретная помощь, и человек не может сохранить холодный рассудок, поддается эмоциям и, действуя на эмоциях, совершает ошибки, которые очень тяжело в будущем исправить. То есть отсюда следует, что нужно жителям быть внимательными, когда мы размещаем какую-то информацию, какие-то фотографии и какие-то события из нашей жизни в социальных сетях, в различных. Конечно, вы же там выставляете свои персональные данные, также в социальных сетях желательно закрыть свой профиль для того, чтобы вы могли отфильтровать людей, которые подписываются на вас, которые хотят смотреть ваши обновления, смотреть ваши посты.
для того, чтобы максимально обезопасить себя. Еще что могу добавить? В принципе, самое главное, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, когда вам поступил звонок от неизвестного номера, необходимо в первую очередь сохранить холодный рассудок и проверить данную информацию. Позвонить конкретному родственнику или связаться с конкретным родственником через СМС, неважно как, для того, чтобы уточнить достоверную информацию. И если, смотрите, там злоумышленники используют самые разные доводы. И жертве нужно быть, гражданам нужно быть максимально внимательными, максимально осмотрительными для того, чтобы потом не стать жертвой мошенников. Тщательно фильтровать информацию, которую вы выставляете в своих профилях в социальных сетях, и тщательно проверять подписчиков и список друзей, которые имеются у вас в социальных сетях. Желательно закрыть ваш профиль для того, чтобы посторонние глаза не смогли увидеть информацию вашего социального профиля. Очень встречаются такие ситуации, когда под именем сотрудника банка звонят людям. Как распознать человеку, на самом ли деле это сотрудник банка, потому что в этот момент, разговаривая по телефону, ты не имеешь возможности, у многих нету по 2-3 телефона, чтобы параллельно позвонить сотрудникам филиала того или иного банка и уточнить, на самом ли деле я сейчас говорю с вашим представителем. Как в этих ситуациях быть, как распознать здесь? Смотрите, сотрудники банка, если вам звонят сотрудники того или иного банка, они никогда не будут просить и требовать у вас данные вашей карты банковской, никогда не будут у вас требовать и просить код подтверждения с банковского приложения. И если уже зашел разговор о том, чтобы, со злоумышленником зашел разговор о том, что данный человек хочет получить ваши данные для приостановления какой-либо операции, либо для обновления карты и так далее, неважно под каким предлогом это все делается, ни в коем случае не предоставлять ему никакую информацию, касающуюся вашей банковской карты и ваших персональных данных в целом. Вот и все. Зачастую злоумышленники, которые используют данную схему, они связываются с потерпевшим через мессенджеры, через Telegram, WhatsApp, Viber. Сотрудник банка вам никогда не будет звонить через мессенджер, он вам будет звонить по прямой линии. И также сотрудник банка ни в коем случае никогда не потребует от вас данные вашей карты. Данные вашей карты должны знать только вы, и данные вашей карты принадлежат только вам. Ни в коем случае никогда не передавать эти данные третьим лицам, чтобы сохранить свой счет безопасности. Это в первую очередь. Степан Владимирович, вы сказали о том, что завладеть персональными данными, либо финансами, либо имуществом. Встречаются такие случаи, когда мошенники используют эти схемы для того, чтобы заполучить имущество человека? Я обобщил, потому что я обобщил мошенничество. Это довольно-таки обширная сфера. И мошенники с помощью своих схем также могут оформлять движимое и недвижимое имущество на третьих лиц, либо на себя, вводя потерпевшего в заблуждение, после чего, грубо говоря, потерпевший остается с носом и приходит к нам за помощью, и мы уже начинаем разбираться. Но, конечно, на мой взгляд, на данный момент данный тип мошенничества с имуществом, когда человек воочию встречается с злоумышленником, раскрыть и привлечь данного мошенника к ответственности проще, так как у органов полиции в этом аспекте гораздо больше опыта. Мы набираем также опыт в сфере киберпреступности, и уже есть успешные
операций по задержанию преступников, которые занимаются киберпреступлением и мошенничеством с помощью мессенджеров, социальных сетей и так далее. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, наше общество еще не готово напрямую или в открытую говорить об этой проблеме. У нас еще такие стереотипы, что, ну, давайте напрямую скажем, что людям стыдно признать свою ошибку и прийти и обратиться за помощью. Как часто люди в последнее время обращаются за этой помощью, потому что, ну, и не знают люди, и в силу определенных стереотипов люди боятся, стесняются обращаться за помощью. В последнее время частота данных преступлений пошла на спад в связи с тем, что люди уже более стали осведомленными в данной сфере и более осторожными. Ваш вопрос как звучал? Как часто люди обращаются, вернее, стали ли отходить вот эти стереотипные понятия нашего общества уже и обращаются ли люди за помощью? Люди обращаются, я повторюсь, обращаются уже реже в связи с тем, что они стали более осведомленными в данной сфере и более осторожными. Также я думаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться в правоохранительные органы за помощью для того, чтобы правоохранителям дать максимальное количество информации с целью того, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности. И нет ничего зазорного в том, чтобы сказать всем своим друзьям и родственникам, знакомым о том, что вы явились жертвой такого типа мошенничества, для того, чтобы предупредить всех своих знакомых в том, чтобы они в будущем не попались на ту же удочку. Вот и все. Но, опять же, повторюсь, данный тип преступлений пошел на спад. Потому что люди стали более осознанными. Они просто не клюют уже на эти удочки. Возможно, злоумышленники разрабатывают новые схемы скама. Назовем скам, это английский аналог слова мошенничество, более удобный для меня. Они разрабатывают, возможно, новые схемы скама, но для того, чтобы не стать жертвой мошенников, в первую очередь нужно быть максимально бдительным, максимально осторожным, тщательно проверять любую поступившую вам информацию, также использовать двухфакторный способ защиты своих счетов, своих персональных данных, чтобы минимизировать риск совершения в отношении вас данных преступных действий. А есть, Исмаил Владимирович, есть статистика, какие категории граждан более уязвимы в данной теме? На моей практике более уязвимый слой граждан – это пенсионеры, которые не являются столь осведомленными в области информационных технологий. И они довольно-таки часто были жертвами данного типа преступлений, так скажем, данного типа мошенничеств. В связи с тем, что мошенники с помощью нейросетей генерировали видеозаписи, генерировали голоса известных людей, известных бизнесменов. Я хотела, задать этот вопрос. Буквально на днях я наткнулась на видео в Фейсбуке, где, не буду говорить сейчас, довольно авторитетный человек предлагает определенные... Ну, конечно, мы, журналисты, сталкиваемся с этой темой, и мы распознаем, что это искусственный интеллект, и что человек, с которым мы не один год общались, человек один из первых лиц нашего государства, не один год общались, знаем манеру общения, знаем интонацию. То есть мы сразу можем распознать, что это фейки, это искусственный интеллект. А люди, которые вот не знают всего этого, для них сложновато. Мы о новых технологиях, которые сейчас применяют мошенники. Об искусственном интеллекте, с помощью которого мошенники генерируют видеоролики.
используя внешность известных и внешность и приблизительно сравнимый голос с известных лиц, монтируют данные ролики под видом инвестиций в какую-либо платформу торговую. И данные ролики выставляются в социальных сетях. И до тех пор, пока на данный ролик поступит соответствующее количество жалоб, чтобы данный ролик был заблокирован, его посмотрит определенное количество людей, определенное количество зрителей. И из данной части зрителей могут найтись те, которые будут убеждены в том, что данный ролик является подлинным, не является подделкой, и они пройдут по ссылке и инвестируют в ту или иную липовую платформу. Сложно ли сегодня сотрудникам полиции распознать и найти этих мошенников? Имеется ли у вас достаточно инструментов? Потому что искусственный интеллект можно распознать только с помощью искусственного интеллекта или какой-то другой программы, которая может это сделать. Достаточно ли у вас ресурсов человеческих и не только? У нас достаточно ресурсов для того, чтобы раскрыть данные типы преступлений и найти злоумышленников. И у нас есть в Национальном инспекторате полиции Республики Молдова специальный отдел, который занимается киберпреступлениями. И там работают одни из лучших профессионалов в нашей стране. И они работают довольно-таки успешно. Испан Владимирович, вот мы говорили о банковских мошенничествах и о краже персональных данных. Насколько сами банки открыты к сотрудничеству с полицией, потому что и в их интересах, потому что первые претензии, если у тебя с карты снялись деньги и ты не в курсе, ты идешь к банку, а не к полиции. Да. Насколько они сотрудничают с сотрудниками полиции, открыты к этому сотрудничеству? Вы можете получить с банка всю распечатку ваших операций, конкретно ваших операций, которые были проделаны вами с вашим счетом, но банк предоставляет, согласно установленному порядку, предоставляет правоохранительным органам соответствующую и запрашиваемую информацию на основании судебного ордера. С этим проблем нет. Если нами запрашивается определенный ордер, санкционирование определенного ордера, санкционирование определенных разыскных мероприятий, суд санкционирует, и мы работаем. В этом проблем нет. Просто есть определенный порядок процессуальный, на основании которого банк выдает нам информацию. Вот. И еще один немаловажный вопрос. Все мы знаем, что сейчас дети находятся на каникулах. И зачастую современные дети что делают на каникулах? Сидят в большей степени в компьютерах, в телефонах. Несколько лет назад были распространены разные игры, всякие призывы детям. Но в последнее время встречаются также мошенничества, связанные с финансами. И в этом направлении детей генерируют голоса родителей, звонят детям, и они могут перевести деньги даже с карт родителей, со своих личных карт. Вот вы бы что посоветовали детям и родителям, которые попадаются под такую уловку мошенников? В первую очередь проверять любую ссылку, поступающую к вам, тщательно проверять. Также, если данная ссылка имеет отношение к какой-либо официальной структуре, к банку или к правоохранительному органу, неважно, проверять на официальных сайтах данную информацию. Также двухфакторная степень защиты. И третье, установить определенный минимальный лимит на банковскую карточку ребенка, если у него таковая имеется, для того, чтобы лучше контролировать этот момент, для того, чтобы максимально снизить риск попадения в сети мошенников. Да, попадения в сети мошенников. Испан Владимирович, наша программа подходит к своему завершению. Я бы хотела, чтобы вы 3 самых важных совета нашим жителям, чтобы не попасться в руки мошенников. И даже если это случилось, что делать? 3 шага, 3 меры предосторожности и 3 шага, если это случилось.
тщательно проверять всю информацию, которая вам поступает на ваш девайс. Тщательно проверять все ссылки, которые поступают на ваш девайс с помощью официальных сайтов и горячих линий официальных структур, двухфакторная защита. И четвертый пункт: ни в коем случае не предоставлять свою персональную информацию, информацию своей банковской карты третьим лицам, ни при каких обстоятельствах. Это исключительно ваша информация, она дана вам исключительно для пользования вами. Вот и все. Могу добавить Да, пожалуйста. Могу добавить последний аспект, так скажем, осветить. Очень большое внимание обращать на предложение о сомнительном заработке. К примеру, если вам предлагают отвести какой-либо предмет за границу или еще куда-то, или какую-либо денежную сумму, или предоставить вам, или чтобы вы предоставили ваши персональные данные для осуществления каких-либо операций, к этому предложению отнестись с крайней ответственностью, так как вы можете стать дроперами, будем их так называть, и соучастниками преступлений, да, соучастниками преступлений. Что такое дропер? Зачастую это, не всегда, но, повторюсь, молодой человек, который ищет легкий заработок, ему предлагают на том или ином ресурсе данный заработок, и он предоставляет свои данные банковской карты или соглашается на определенную работу, отвести, скажем так, привести тот или иной предмет, и сам того не подозревая, становится исполнителем и соучастником того или иного преступления. Быть крайне бдительными и крайне осторожными, когда вам поступают подобные предложения. Спасибо, Степан Владимирович. Saygılı seyirciler, ben sanıyorum hani bugünkü programdan sonra böyle danışmakları kabiliyetini hani herkesin solucunuz da dikkat hem cesureti bizim bugünkü misafirimiz mutlaka değil lazım korkma, lazım her zaman açıklama, hem bilme doğru mu informasyon, değil mi doğru, hem korkmama gelme, sorma yardım polis uzmanlarından. Umutlanıyoruz hani bugünkü programımız elbette getirecek size fayda. Hem siz daha dikkat olacağınız düşerseniz bile olaylara. Ben ama tabii ki aklınıza getirelim. Hani misafir olarak stüdyamızda bugün bulundu Komrat Polis İnspektoratlığın ofiseri Stepan Terzi. Hepsinize diyelim sağ olasınız. Kalın sağlıcakla, gelen buluşmaların GRT kanalında.